до самого, когда закончились Олимпийские игры. Да? Вот здесь самый древний, он каменному веку еще соответствует. Вот как раз вот первая витрина, она еще каменный век отражает. Вот здесь каменные орудия труда. Топоры, разные лезвия из камней делали. Наверху тоже лезвие. Да. И если верить археологам, которые проводили раскопки, то самое раннее поселение 4300 год до нашей эры. То есть 6300 лет назад примерно, да, первые люди сюда заселяются. Они уже жили в домах. То есть каменный век не означает, что в пещерах еще жили. Да? Они жили в домах. Фундамент, вы спрашивали, да, там был внизу фундамент такой, да, вот этому периоду соответствует. Вот керамика у них уже достаточно более-менее украшена, там, с узорчиками, с такими рисунками. Помните, я уже говорил? Это между храмом Зевса и храмом Геры, там такая просто трава росла. Но там вот такой холмик, его раскопали археологи, и вот видите, такой круг каменный там идет. Видите, камнями выложен такой вот круг. Для сравнения, вот какие люди маленькие там. Да? То есть круг реально больших размеров, большого диаметра. Это самое древнее святилище на этой территории. Там поклонялись богине плодородия. И оно соотносится вот с этим периодом, 6000 лет назад. Самый древний храм в честь одного местного героя, Пелопса. В честь этого Пелопса полуостров Пелопоннес называется. Сондай ішіне шыққан нәрсе. Это 7-й, 6-й до нашей эры. Уже почти что эпоха классики. Храм Геры построили, когда Олимпийские игры организовали. Но сделали эти пластинки не в Греции. И сюжеты, которые там нарисованы, совсем не греческие. Это с Ближнего Востока привезли какие-то торговцы. Где современный Ирак, там когда-то было царство Ассирия, древняя империя ассирийская. Вот это искусство относится к этой территории, к этой империи, ассирийское искусство. Но, видимо, какие-то греческие торговцы через посредников купили такие пластинки, привезли в Грецию, и кто-то подарил их сюда в Олимпию. Это был типа как подарок. Они, скорее всего, украшали что-то, да, какую-то мебель, может быть, какой-то сундук. То есть они крепились к чему-то. Как раз вот этот 7-й, 8-й, 6-й века до нашей эры, когда самым-самым популярным подарком в Олимпию были вот такие вот треножники. Их очень много нашли археологи. Правда, не целыми, а по кусочкам. Вот видите, здесь витрины. Это такие ножки от этих треножников. А на них сверху клали котлы. В этих котлах готовили еду. Потому что приносили большие жертвы, животных, козы, свиньи, овцы, коровы. Сжигали только кости и жир, а мясо съедали. Да, и надо было готовить в чем-то, вот в таких котлах. Поэтому так часто и дарили. Было в чем готовить. Пока вы не ушли, вот там еще коллекция маленьких фигурочек. Смотрите. Первая мысль приходит, что это игрушка. Да, это тоже подарки, пожертвования богам. Это люди верили как? Что если ты подаришь Богу бычка, статуэточку, фигурку, то он тебе живого, настоящего быка даст. Ну, в смысле, приплод, что твое стадо будет плодиться хорошо. Кони, овцы или, например, охотники оленей дарили, чтобы у них была удача на охоте. Это такая традиция была во многих древних государствах. И метров в высоту был. Там в самом деле и настоящих животных сжигали, то есть тех же овец, коз, да, и так далее. Но только кости, да. И из пепла этих костей вот такую высоту 9 метров алтарь сложили. Конечно, там скрепляли глину, чтобы оно не разливалось по ветру. Сюда же приходили спортсмены, участники в Олимпийских играх. А эти же спортсмены у себя на родине, они же еще и воинами были.
Вот интересная деталь свастика. Да? Это солнечный символ. Видите на рисунке? Это из этих вот пластинок, вот эта вот пластиночка вот здесь, да? Просто тут не так хорошо видно, а там на реконструкции хорошо видно. Это пока немцы не испоганили этот символ, он всегда был добрым, хорошим, светлым символом. Это, скорее всего, сирена или единорог. Что и та с крыльями. Сирены — это такие вот чудовища, как бы наполовину птицы, наполовину женщины. И они пели песни на скалах в море и привлекали моряков. А эти сирены их съедали. Сирены. Сирены, да. Сирена. Да. Видите, там маленькие есть Полуженщины, такие. полуптицы, Есть полуженщины. маленькие такие фигурочки. Их много. Сонбана же так канаты бар, бір қанаты бар, қанаты шпағаны өнер Они в течение затянуты, да. И вот эти страхи, они породили вот такие вот сказки про чудовищ. Грифон — это наполовину орел, наполовину лев. Это защитный символ, потому что оба животных как бы цари. Орел царь в небе, лев царь на земле, и они как бы это защитный такой символ. Или еще символ власти. Да? Это из греческой уже мифологии. Наполовину человек, наполовину конь. Да? Кентавр. Вот здесь на реконструкции, может, лучше будет видно. Причем здесь интересно изобразили. Обычно считается, что вся нижняя часть, как у коня, то есть вот передние ноги тоже должны быть копытами. Но здесь художник изобразил передние ноги, как у человека. Да, да. Причем это известный сюжет. Видите, они два кентавра дубинами, даже целыми деревьями, бьют человека. А стоп человека не видно. Дело в том, что есть такой миф, был один герой, которого нельзя было убить холодным оружием. Все, не будем осматривать, да, такие нюансы, детали. Да, кстати, дорогой доспех, потому что мастер очень талантливо изобразил фигурки, потому что там какие-то сюжеты богов, этих животных, быки, львы. Да, это вот так точечно на самой броне нарисовано, точками такими, да, если посмотреться. Нет, пули еще не было, да? Можно отметить. Алло. На самом деле целый цивилизация, что их сотни написано сюда. Это из самых популярных видов отношения, ну типа профессия или член правильности, или свой собственный член. Ну, сложно связать, где какой, да, и Il sul punto di cadere a terra sotto il colpo di Zeus, di cui è conservata solo виночерпье, вино наливал Мадам. Он собрал этого парня на Али,
во время божественного пира, когда собирались все боги, этот паренек должен был наливать им вино. И постамент, я говорил, что на нем скульптура Ники была. Вот это она. У нее еще крылья были, но крылья обвалились, и их не нашли. Зато, рисунок, да, примерно изображает, как она с крыльями была. И лицо тоже отвалилось, не видно. Должно было быть красивым. И вот здесь попытки древних греков изображать тонкую одежду строить. А вот скульптуры сделали мраморные. Тут можно сесть, кстати, можно пока отдохнуть. Zevs hramındadır, skulpturalar. Я вам говорил про Зевса и про Геракла, что они основали. А был еще один про Пелопса. Это его честь Пелопоннес называется, местный герой. Хотя сам иностранец, он сюда приехал издалека, он стал здесь царем. Так вот, как он стал царем? Он приехал сюда и влюбиться в девушку, дочь местного царя. Сюда правильно. А этот царь не хотел ничего давать замуж. Я согласен. Поставил условия, тот парень, который его конная колесница, сможет жениться на дочери. А поддать его было невозможно, потому что у него кони, подаренные самим богом войны. И они очень быстро никто не может поддать. Но Пелопс тоже был второй Пелопоннес назван. Вот этот Пелопс приехал сюда и влюбился в дочку. Дочка стоит дальше справа. Жениться на дочке надо было победить отца. Ее отца то есть царя на местности. Здесь Аполлон посередине солнца и медицины, но еще и равновесие. Вот рака. Причем дерутся люди кентавры. Вы там, когда рядом с пластинкой стояли, где дубинами кентавры одного человека били, это из того же самого мифа. А там что случилось? Под рукой Аполлона, вытянутой рукой, там человек стоит. Это царь одного племени. Его звали Иерихой. Царя, и он женился. А персы точно так же, как кентавры, напали на греков, хотели уничтожить Грецию, завоевать, но греки отбились, изгнали персов. Для греков это было очень важно. Это символ победы цивилизованной Греции над варварскими персами. И вот формочки, в которых золотые детали плавают. И вот такая интересная мелочь, есть такая деталь. Пойдемте покажу. Мы о скульптуре и о Фидии знаем только из письменных источников, да? То есть то, что написали древние греки. Но вот интересно, нашлась чаша, из которой сам Фидий пил воду. Там, видите, внизу зеркало под чашей. Там можно прочитать, в переводе на русский, «Я принадлежу Фидию». Это как будто чаша сама говорит, я принадлежу Фидию. Скульптуру этому, да. Это как бы, это прямое отношение имеет к этому легендарному скульптору, да. Вот как археологи обрадовались, когда нашли эту чашу. Одежду Зевса изображали. Вот это типа нарисовали примерно, как оно могло быть. Изображен здесь бог Гермес. Бог торговли, путешествий, хитрости, а на руке у него еще один бог Дионис.
в младенчестве. Алергия Дионис. Он в будущем станет богом вина. И тут интересно, скорее всего, Гермес в руке держит вина. И к ней приходил сам Зевс ночью. А она любила всем хвастаться, что к ней ходит Зевс. И об этом узнала Гера. Официально жена Зевса, она очень сильно разгневалась. Ладно, Зевс и так всегда ходил по девушкам, но тут так еще и хвастается, всем рассказывает, да, это надо. Ну, Гера решила получить девушку. Что она делает? Ее звали Регина. Регина, да, и там дальше надпись, что посвящает Зевс. Она подарила бычка. Она сказала, сколько взглянула. За сколько? Марк Аврелий на улице стоит. А вот здесь как раз Марк Аврелий. Женщины, которая подарила этого бычка святилищу, ну и объясняется, что вот я такая-то такая, Регила, дарю этого бычка святилищу Зевса. Для фонтана этот бычок стоял на бассейне стоял. Hanno stadionowano San Giorgio. Стадион. Храм Зевса, легко догадаться, большой сам. Храм. Храм Геры. Genau, da war das Heilige Feuer. Вот фонтан, про который мы только что говорили. Diese lange habe ich nicht ganz nachgebildet. Гостиница, отель. Видите, бассейн внутри. Ja, genau, das Schwimmbad. Это мастерская. А это мастерская, вот. И спортивная площадка для тренировок. Были еще бассейны. Это древние греки бассейны сделали. Римляне потом на их месте построили бани. И сейчас в наше время там руины бани стоят. Здесь баня, и тут баня. На макете не все изобразили. Но грек Сусаник. Сусану из всех. Ну, грек Сусана.